На прошлой неделе, сразу после отставки главы государства, представители юридического сообщества обратились к госорганам и обществу с инициативой провести конституционное реформирование. 12 юристов из инициативной группы и еще 45 подписантов, адвокатов, судей, экспертов сошлись во мнении, что пришло время открыто обсудить имеющиеся проблемы и предложить возможные пути решения, которые смогут предотвратить вероятные будущие потрясения, подобные прошедшему политическому кризису. Конституция, как живой документ, должна отвечать вызовам времени и меняться в интересах народа, считают юристы. У нас, в принципе, Конституция неплохая. Она на период, когда была принята, она полностью отвечала всем требованиям того периода. И она отражала, пожалуй, необходимость сосредоточения власти на одном лице. Полностью эти требования отражала, и были зафиксированы все эти... Необходимость этого была зафиксирована в Конституции. Но на сегодняшний день мы видим, что сосредоточение власти на одном человеке, на одном государственном служащем, так скажем, она приводит к тому, к чему приводит. У нас на сегодняшний день президент обладает, пожалуй, безграничной властью, и в его руках сосредоточены судьбы всех практически ведомств. Он назначает премьер-министра, формирует кабинет министров. Он представляет генпрокурора к назначению кандидатуру. Он представляет кандидатуры судей. То есть практически во всех ветвях власти представлена роль президента, и, пожалуй, это и вызывает в обществе негодование, что ничего не решается на местах. Сложившаяся ситуация, по мнению юридического сообщества, в очередной раз обнажила невозможность государственного развития без строгого соблюдения принципа разделения властей. Эту точку зрения разделяют многие экспертные, политические и общественные группы в нашей стране. Для большинства, может даже для всех участников группы, тема реформы, она очень давно в обороте, очень давно в сознании, поэтому никто здесь впервые с этой историей не столкнулся. Часть участников группы в разные периоды времени участвовала в комиссиях по реформе Конституции, которые были на государственном уровне. Часть группы работала по такой общественной инициативе и представляла свою модель лет 10 назад примерно. Поэтому все, кто причастны к этому письму, это люди, которые давно погружены в эту тему, для кого эта тема интересна, актуальна и важна. Поэтому решили проявить такую инициативу, сделать письмо и посчитали важным обратиться именно в парламент, поскольку в итоге парламенту принимать законы, которые касаются изменения Конституции. Определили основные тезисы, не углубляясь в детали, потому что это письмо, это пока не документ. Подписали инициативной группой и для того, чтобы не терять время, тоже сделали публичную такую поддержку от общественности. И к нашему приятному удивлению, очень много наших коллег откликнулись, подписали, выразили свою поддержку, притом коллеги, в том числе работающие в госорганах, абсолютно адекватно это все восприняли и с удовольствием эту идею поддержали. Поэтому было очень приятно иметь количество большое подписантов, и мы это письмо передали в Народное собрание в парламенте Республики Абхазия. У нас была встреча части группы в понедельник в парламенте с участием депутатов, которые подтвердили со своей стороны готовность и желание провести работу над реформой, или реформу, как там уже получится, мы посмотрим дальше. Пока идет речь о проработки формата, это будет комиссия, это будет рабочая группа, как она будет работать, какие сроки будут перед ней стоять, потому что сроки вопрос очень важный. Есть подходы и есть предложения это успеть до выборов, после выборов, во время выборов, либо как-то разбить на какие-то этапы, которые прям первостепенные, первоочередные связаны, и другие части потом. В общем, вопрос методологии пока еще он прорабатывается. Но сама инициатива пока в стадии активизации, в стадии формирования процесса работы.
Кризисы, которые мы постоянно переживаем, в значительной степени связаны с дисбалансом в системе разделения властей в пользу исполнительной. Такое состояние приводит к перекосу полномочий, нарушению системы сдержек и противовесов, создает благоприятную почву для злоупотреблений и вынуждает граждан искать выход в народных протестах и принудительной смене власти. И вот что в минимуме предлагают изменить специалисты. Мне кажется, что если бы у нас было бы рассредоточение полномочий, были бы увеличены полномочия органов местного самоуправления, были бы кабинет министров был бы подотчетен не только президенту, но и обязан был бы отчитываться перед парламентом и должен был бы нес бы какую-то ответственность перед законодательным органом. Возможно, в таком случае у нас было бы меньше кризисных ситуаций. Министры, так скажем, отдавали бы отчет своим действиям. Ну, не только министры, но и другие органы, представители органов государственной власти. На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что у нас исполнительная власть сама себе предоставлена, парламент повлиять никак не может, да и в принципе никто не может повлиять на действия исполнительной власти. И вот эта реформа какая-либо должна произойти, потому что на сегодняшний день современные требования, они совершенно отличаются от тех, которые стояли перед нашим обществом в 1994 году. Концентрация на одном лице больших полномочий делает это лицо в том числе очень уязвимым и желанным для воздействия, скажем так, назовем. Вот. Если часть полномочий перенести на другие сферы, там, ну, на парламент, может быть, на органы местного самоуправления, на администрации, то, возможно, такой повышенный интерес к этой должности, он будет снижен, потому что, оказав воздействие, либо устранив этот субъект, достигнуть поставленных целей будет уже сложнее, потому что не все те желаемые полномочия, которые хотелось бы получить, они там находились. И, возможно, это будет фактором стабилизации, когда ты понимаешь, что, повлияв на, там, допустим, президента или кого-то еще, все равно ты глобально саму конструкцию не пошатнул и не разрушил. Баланс не был поломан. Поэтому здесь есть целесообразность в таком более-менее равномерном распределении полномочий для того, чтобы потрясение либо воздействие на одну систему власти, другую не влияли, допустим, или не ухудшали ее стабильность. Но прежде всего это вопрос формирования правительства. Вот то, что сейчас является таким вот краеугольным камнем и обсуждением реформирования, чтобы парламент принимал более отдельное участие. В чем это будет выражаться? В одобрении, в согласовании, в той мере ответственности, которую сможет парламент представить. Это вот вопрос уже конкретного решения в этой модели. Но то, что парламент в этом должен участвовать, это вопрос, который мало у кого вызывает вопросы сегодня у тех, кто в принципе смотрит на вопрос модернизации и изменения Конституции. Сейчас юристы уже начали конструктивный диалог о политическом реформировании в стенах законодательного органа страны. На основе анализа действующей Конституции и текущих проблем в нашем обществе необходимо разработать предложения, которые должны будут способствовать улучшению всей системы. Мне кажется, это, во-первых, изменение избирательной системы и рассредоточение полномочий. Изменение избирательной системы, оно приведет к увеличению, повышению политической ответственности, так скажем, избираемых, да и самих избиратели тоже будут как-то подходить, мне кажется, по-другому к этому вопросу будут более ответственно. Что касается полномочий президента, вот по представлению, это такие частные вещи, о которых сейчас сложно говорить, они больше
На сегодняшний день мы рассматриваем более глобальные какие-то вопросы, связанные с распределением, в принципе, необходимостью распределения этих полномочий. Ну и уже непосредственно в работе будет понятно, когда работа группы начнется активная по созданию концепции реформы, там уже будет ясно, потому что это все-таки предмет обсуждения. Вопросы другие – это вопросы назначения, избрания судей, это вопросы, возможно, избрания глав городов или районов. Я думаю, на это очень большой есть общественный запрос. Предоставление больших полномочий собраниям местных. И дело в том, что согласно нормам сегодняшнего законодательства, у них и так немало прав, казалось бы, но очень часто декларируемое право на практике упирается в какие-то понятия «представил», «инициировал», «внес». И вроде бы утверждает, допустим, одна структура, но без соблюдения этого маленького условия вся субъектность теряется. То есть пока тебе не представили, а потом тебе представили на утверждение, а можешь ты менять, влиять. Вроде ты утверждаешь, но ты заложник того, что тебе представили. Вот поэтому очень важно не только формальное декларирование возможностей, прав влиять, либо отказывать, но и реальные инструменты спорить, возражать и принимать решения. Чтобы это была не декоративная, скажем так, самостоятельность, а реальная самостоятельность. Ну, там, собраний, городов, районов и всего прочего. Для реализации всех этих инициатив юридическое сообщество предлагает создать рабочую группу при парламенте, которая займется подготовкой конституционной реформы. Необходимо определить четкие сроки разработки проекта реформы и его принятия. Инициаторы отмечают, что выступают как независимые юристы, не представляя интересы каких-либо политических партий или движений. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.